Обеспечение продовольственной безопасности – одна из ключевых задач властей в условиях санкций. Особый акцент на сельское хозяйство, в частности на мясное производство. Олиговский колбасный цех может обеспечить внутренний рынок качественной продукции. Там производят деликатесы 4 наименований из мяса говядины и конины. Санкции на предприятии не боятся, наоборот, планируют расширить производство. Из Кантышева репортаж Рины Тичоевой. Еще одно предприятие в республике, которое сегодня готово в условиях санкций обеспечить внутренний рынок качественной продукции. Здесь производят 4 наименования колбасы исключительно из местного ингушского мяса. Дефицита колбасных изделий в Ингушетии точно не будет. В регионе достаточно опытных предприятий, которые в силах обеспечить республику качественной продукцией марки «Халяль». В цехе Олиговский налажено полноценное колбасное производство. Одни рабочие разделывают мясо, другие пропускают через мясорубку. Состав будущей колбасы набивают исключительно в натуральную оболочку. Так и вкуснее и соответствует стандарту изготовления. Колбасные изделия здесь производят по традиционной рецептуре, без каких-либо усилителей вкуса и прочих вредных добавок. Используют конину, говядину и специи. Мария Заурова на предприятии работает почти 20 лет. Говорит, в таком производстве важно соблюдать принцип уважения к потребителю. На производстве работает оборудование из дружественной Белоруссии, холодильные камеры и камеры копчения из Краснодара. На рынке колбасных изделий всегда особый спрос вызывает копченая продукция. Здесь важно соблюдать температурный режим. Ставим вот эту камеру, обжарочную камеру. Тут обжарка происходит, одновременно копчение с этими щепой, дубовой бук. И через 2 часа уже готовая продукция выходит на это. Потом осадку даем ей час, 2, 3. После этого можно продавать, выходить на реализацию. Вся продукция до и после производства проходит тщательный лабораторный контроль. За этим сидит ветеринарный врач. Я смотрю полностью качество мяса. Все полностью мясные продукты полностью я проверяю. Мясо перед убоем, после убоя, живот, туши я проверяю. На предприятии сегодня работает 10 человек. Из-за повышения цены на мясо здесь были вынуждены сделать наценку 30-40 рублей на колбасную продукцию. Подсобное сырье предприятие получало из Польши, поэтому появились незначительные трудности, но проблему уже решают. Мы сумеем работать. Я уже навожу где-то другие справки по этим вещам, по поставкам подсобного сырья. И мы постараемся вот эти черева, которые это из говяжьих кишков делают, их будут делать сейчас в Дагестане, будут делать, говорили, еще в других республиках, оттуда будем возить их, прямо напрямую машину посылать. Нам привозят их сейчас самим придется хотя бы. Но ничего, у нас есть машины, газели. Среди постоянных заказчиков Москва и Санкт-Петербург. В приоритете для предприятия, конечно, обеспечить в первую очередь республику качественной продукции. Здесь уверены, что сейчас самое время наращивать производство и расширить ассортимент продукции. Расширили производство. Мы способны выпускать где-то около 2 тонн сейчас, если будет возможность. Но мы постараемся и это сделать. Первая наша цель – это наши потребители, которые 30 с лишним лет работаем. И будем работать дальше так же, стараться. Мы сейчас начинаем сосиски, будем не сосиски, сардельки тоже делать. Уже все заготовлено, все сделано. Будем подавать. Санкции не помешают, ведь всегда можно найти альтернативу. Главное, как говорят производители, желание работать и помогать экономике страны. Рина Тичоева, Магомед Дидигов, Новости 24.